Друзья, вас приветствую в весеннем Якутске. Сегодня у нас 15 мая, и я приглашаю вас всех в путешествие импровизацию. Кто помнит, я собирался поймать ледоход очередной раз, и так как я не придумал, как его ловить, я решил, что я просто сяду в машину, поеду подальше, в ту сторону, откуда он идет, то есть вверх по линии. Сейчас он спускается вниз. Вроде в Ленске уже пошел, подвижки есть, если я все правильно понял. Сперва мы едем на Иланку, сейчас с друзьями, с альпинистами, там сборы, они там скалазить будут. Это 160 километров от Якутска. Уеду наверх и постараюсь вместе с ним потом спускаться вниз до Якутска. Ну, вот у меня пока так в голове такие мысли. Ну все, мы в пути с друзьями, недалеко пока от Якутска отъехали. Погода вообще стоит жаркая. Я вот сейчас загорал, разделся. Прям вот, смотрите, как красота. Солнце шпарит. Прям тепло-тепло. Но ночью будет все равно, там, ближе к нулю погода опускается. Завтра дождь обещает. Вот пока вот с ребятами там, друзьями мы, альпинистами, едем потихоньку. Повылазили еврашки. Сейчас успею его поймать, он бежит. Такие вот суслики местные. Оп, бежал. Вот мы сейчас ехали, их тут, 3 штуки попалось по дороге, пока мы вот сюда заезжали, собаку завозили. Сейчас их тут много, надо аккуратно не раздавить, они такие еще самоубийцы лезут. Привет, хотите передать? Это вот Саня, наш инструктор по альпинизму. Алена. Такая вот у нас веселая компания. Все, вперед с песней. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Как мне нравится на этой дороге, что вокруг сопки идут, вдоль сопок едешь, и вот весной скот выгоняют, коровы, лошади, вот пастись сами тут, они всю дорогу. Я вот просто в одной кучке остановился вдоль всей дороги. Привет! С аппетитом кушают первую зеленую траву. Ее, наверное, казалось бы, практически нету. Вон там, что там, чуть-чуть. Но они находят. Ой, теленок испугался, увидел меня. Не бойся. Вот лошадки. Насколько все-таки привычное зрелище для местных. Лошади, корова. Я вот каждый раз, вот, когда вижу, мне прям умиляюсь. Здорово. Мы с вами проехали 80 километров от Якутска, находимся в Максакалохе. Здесь уже, очень похоже на ледоход, хотя вот какие-то льдины стоят, дальше все стоит. Вот здесь как раз мне это место нравится тем, что здесь вот никаких островов нету, здесь вот чисто вот это вот основное русло реки идет. С вами мы сюда вернемся через пару-тройку дней и сравним. Так как дрона у меня до сих пор нет, придется нам с вами смотреть все с разных высот. Алена тоже решила пофоткать. Я взял за привычку, какие у меня отходы съедобные остаются, кости там, откладывать и брать с собой в дорогу, потому что все время попадаются какие-нибудь собачки бездомные. Я вот ищу именно бездомных и вот с радостью кормлю. Вкусно тебе? А вот у него братан трусливый убежал, они прям похожи, или сестра. Ну что ты испугался? Без тебя все съели. Что ты? Вот. Трусливый, голодный. Ладно.
Мы с вами приехали в Булгуниктах. Мне вот здесь очень нравится то, что он находится прямо на берегу реки. Вот трасса идет вдоль дороги. Тоже так прикольно. Вот отсюда можно посмотреть. Вот вдоль кромки уже, да, лед уже тоже движется. А, он весь движется. Все, ледоход пошел. Не понял. Слушайте, ледоход начался, что ли? Я не... Да? Вся толща льда движется. Круто. Поздравляю всех с ледоходом. Ну, мне кажется, вот это вот его начало как раз. Вот мы застали вместе с вами. Тут у дороги камень, ну-ка, богатырский, или как он называется, беседка. А что написано, что-то непонятно. Отас, если я правильно произнес, камень-дитя. История, оказывается, не очень интересная такая. Вот в 1928 году уроженец второго мальжигарского наслега Николай Ипполитович Пудов привез и установил камень-дитя. Он был богатым человеком, но у него не было детей, которые продолжили бы его род на земле. Но на камне латинскими буквами нанесена надпись на якутском языке, которая в переводе на русский гласит: «На память потомкам. Это камень булыжник является моим сыном. Поставил Н.П. Пудов при здравом уме в 62-летнем возрасте 10 апреля 1928 года. После моей смерти пусть напоминает обо мне моим потомкам». Вот так вот. Оказывается, увековечил себя, интересно. Пыль такая стоит на дороге. Вот едешь, оно... Ну, за кем-то ехать вообще неприятно. Надо либо обгонять, либо немножко отставать. Видите, так вот еще такой шлейф остается. Ну, грунтовка пошла, асфальт кончился после Булгуниктаха, и мы сейчас по грунтовке. Ну, мне кажется, до самой Еланки уже будем так ехать. Вот такой вот. И то в Булгуниктахе тоже такая дорога была раньше очень убитая. Ее в том году только сделали. Вот оно, хорошее местечко. Ну, как раз поругай вот их из пожара. Охотники сделали пожар. Да? О, как тут. Вот вашему вниманию очередные панорамные виды на Лену. Ну, вода уже, смотрите, вот. Да, эта протока вообще чистая идет пока что. Прям вот вообще вода чистая. Лед туда ушел, там стоит. Видно, что не двигается. Ну, то есть еще так, местами идет, местами стоит. Он горит, остров. Не знаю, может там, ну, вряд ли там траву подожгли. Деревья же растут. Охотники стреляют, сейчас как раз сезон уток. Это труба, то же самое, да? Да? Здесь лед стоит еще. Так что не везде подвижки. Сейчас самое веселье, идти нам прилично. Надо решить, что брать, что оставить, чтобы все было еще при этом. Сейчас мы спуститься вниз, потом подъем вверх. Кстати, дорога у меня в итоге заняла 4 часа. Сегодня у меня самое прикольное утро за последнее время, даже не знаю за сколько. Ну, сейчас посмотрим, чем закончится. Как бы не пришлось домой возвращаться каким-то образом. Как-то еще надо добраться теперь до машины. Вот он наглядный пример, как из-за какой-то мелочи планы могут кардинально поменяться. Ну или, по крайней мере, скорректироваться. Сейчас я не знаю, если честно, что делать. Вот он, чик. Ну. Угу.
Ты придумал, ты и режь, да? Давай. Да не, сейчас сам попробую, шучу.